что в отличие от великих преступников прошлого, у него даже нету этой глобальной идеи. Мы же понимаем, у Гитлера была безумная глобальная идея. У Сталина была идея тоже. А у этого ничего нету. У этого просто одно разрушение. Просто вот не могу взять, буду разрушать. У немцев была безумная, преступная, чудовищная идея как бы доминирования арийской расы. Но, по крайней мере, был план, который вот реализовывался совершенно зверски. А здесь даже плана нет никакого. Здесь вот просто одно разрушение. Для Путина Украина была тем же, что Польша для Сталина. Недоразумение на политической карте, которое надо ликвидировать для того, чтобы реализовывать свои геополитические планы. Было совершенно очевидно, что Путин не остановится на достигнутом ровно потому, что ему все сошло с рук. Диктатор никогда не останавливается, пока его не останавливают. Правило истории. И Путин здесь не исключение. И сейчас мы расплачиваемся за нежелание понимать, что вообще-то зло же никуда не уходит. Вот это вот тот самый парадокс, как говорится, что человеческая природа, она меняется гораздо медленнее, а зачастую вообще не меняется с технологическим прогрессом. Всем привет, меня зовут Виктор Волкер, я пишу книги. Друзья, вы можете меня поддержать, подписаться, поставить лайк, а также приобрести одну из моих книг на сайте Amazon. Буду очень благодарен. И еще хотел сказать, что я в поиске литературного агента для экранизации своих книг. Если у кого есть такие знакомые, порекомендуйте, пожалуйста, меня.